Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Ушара, и я его ведущая Наала Ковия. Сегодня в программе. Сухум готовится отметить свой 2510-й день рождения. Сотрудники Минтуризма приступили к проведению регулярных рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных экскурсоводов. На данный момент вопрос цен на пассажироперевозки рассматривается правительством страны. Министр экономики Теймур Азмикваби пообщался с водителями транспортных средств. Древний и вечно молодой Сухум готовится отметить свой 2510-й день рождения. В этом году праздничные мероприятия перенесли на воскресенье, 5 июля. Гостей и жителей столицы ждут открытия новых современных площадок, приезд делегаций из городов-побратимов и даже возможность поучаствовать в настоящих археологических раскопках. О том, как город готовится к празднику, в материале Гугуцы Вардания. Удивительный, загадочный и вечно молодой Сухум готовится отметить свой 2510-й день рождения. Традиционно днем города считается первая суббота июля, однако в этом году праздничные мероприятия перенесли на воскресенье. Дело в том, что первая суббота месяца совпала с трагической датой – 33-й годовщиной гибели десанта на горе Ахбьюг. Праздник пройдет 5 числа и обещает быть очень насыщенным. Эпицентром торжества станет набережная. В районе памятника неизвестному солдату откроется новая событийная площадка с современной сценой и благоустроенной зоной отдыха. Также будет по всей набережной проходить конкурсы, спортивные мероприятия, разные мастер-классы. В основном, конечно же, акцент делается на набережную. На торжество приедут делегации из многочисленных городов-побратимов. Сухум всегда славился своим гостеприимством и умением дружить. Так что гостей ждет немало приятных сюрпризов. Практически все откликнулись на юбилейную дату. Все едут к нам с сюрпризами. У нас и тут на месте будет немало сюрпризов. Так что всех приглашаем, горожан, посетить День города нашей столицы. Хотелось бы отметить, что и руководство страны, и главой администрации города Тимуром Агарба уделяется особое внимание именно этой дате. И все, что необходимо, поставлено на первый план, чтобы провести все мероприятия. Главное в безопасности, в красивом цвете и с хорошей музыкой, как говорится. Параллельно в столице продолжается масштабное обновление. Настоящим центром притяжения стала историческая часть набережной, где сейчас усердно трудятся археологи. В данный момент ученые выделили две основные категории находок. Древние погребения, их обнаружено уже почти 37, и уникальные архитектурные элементы. На данном участке основная работа, можно сказать, уже подходит к концу, да, но тем не менее нам еще предстоит преодолеть определенный слой культурный, посмотреть, что там находится, и двигаться дальше уже на следующий участок будем. Я про даты целенаправленно не говорю, потому что могут быть отклонения. Так, в целом, мы работаем с периодом 2-4 веков. Есть несколько участков у нас здесь на раскопе, несколько секторов, внутри которых встречается период османского времени. Это ценный материал для того, чтобы можно было сформировать картину именно османского времени, потому что этот период крайне слабо у нас изучен, на территории крепости в том числе. Кстати, прикоснуться к истории может абсолютно каждый. И горожане, и туристы могут по предварительной записи поучаствовать в настоящих раскопках. Сегодня уже развернулась широко работа с волонтерами. Есть информационные листы с QR-кодами, которые каждый желающий, будь то горожанин или какой-нибудь приезжий турист, да, могут сфотографировать, записаться на волонтерскую работу. Мы приветствуем дополнительную силу. Ко Дню города в Сухуме всегда относятся с особым трепетом. Это место с великой историей, город, который так никто и не смог покорить. Сейчас последние приготовления идут буквально на каждой улице и у каждого дома. Горожан и гостей столицы ждут
концерты, творческие мастер-классы, спортивные состязания, абхазское застолье и многое другое. Мы к этому празднику относимся особо. Это для нас не стандартная дата, не стандартный праздник. Это для нас шанс показать нашу столицу, наш город во всей красе. 5 июля всегда дружелюбный, теплый и солнечный Сухум ждет гостей, чтобы вместе отпраздновать этот день. День любимого города и его замечательных людей. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Вопросы повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия структурных подразделений Генпрокуратуры стали главными темами совещания, которое провел генпрокурор Адгур Агарба. Генеральный прокурор поручил обеспечить проведение проверок в полном объеме, повысить эффективность надзорной деятельности и усилить контроль за качеством исполнения возложенных на управление задач. Работа органов прокуратуры будет выстроена в новом формате, основанном на принципах эффективности, ответственности и неукоснительного исполнения требований закона. Только так мы сможем обеспечить верховенство закона и оправдать доверие граждан, отметил Адгур Агарба, подводя итоги совещания. Сотрудники Минтуризма приступили к проведению регулярных рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных экскурсоводов. Первый рейд носил рекомендательный характер, но в следующий раз гиды, работающие в нарушении действующего законодательства в этой сфере, будут вынуждены заплатить штрафы. В общей сложности в ходе рейда было проверено 60 экскурсионных машин. О результатах рейда в материале Лауры Капш. А где ваш бейджик? Бейджик, если честно, с собой сегодня не взял. Обязательно в следующий раз возьму. Просто как-то как привычку еще не выработал. С самого раннего утра на посту «Холодная речка» в Гагарском районе специалисты Министерства туризма, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, представители Ассоциации экскурсоводов и профсоюза экскурсоводов проводят рейды. Их цель – выявить нелегальных гидов, которые организуют экскурсии без разрешения. Также проверяют местных экскурсоводов, чтобы убедиться, что у них есть все необходимые документы. На момент съемок уже было остановлено около 30 машин на предмет выявления различных нарушений. Это были и местные жители, и представители других стран. В частности, из нарушений у наших местных гидов это отсутствие бейджика или экскурсионной путевки, а у представителей иностранных это было отсутствие каких-либо документов на перевозку пассажиров или на ведение какой-либо туроператорской туристической деятельности. Разумеется, у нас есть свой собственный реестр нелегалов, совместно Минтуризма и общественной организации. Туда вносятся новые личности, с которыми до этого мы не сталкивались. И если они обнаруживаются на экскурсии вторично, то мы, разумеется, выписываем им штраф за ведение нелегальной деятельности. Сегодняшний выезд в основном носил рекомендательный характер. Также одна из целей – пополнение списка нелегалов. А во время следующих рейдовых мероприятий уже будут выписываться штрафы. Разумеется, мы остановили нелегала. Он не имеет никаких документов, разрешительных на ведение деятельности на нашей территории. И мы назначаем ему штраф в размере 18 тысяч рублей. Повторные штрафы 36 тысяч рублей. Естественно, мы его штрафуем, он дальше едет, но опять-таки это не значит, что его еще раз не оштрафуют. Это не значит, что он будет вести свою деятельность как полагается. Тем более люди знают уже, что это нелегальный экскурсовод, и к нему вряд ли кто-то пойдет, потому что он осуществляет свою деятельность на нашей территории нелегально, а это значит, что он вне закона. Мы пытаемся остановить вот этот вот поток нелегальных экскурсоводов на нашей территории. Рейды организуются с целью обеспечения работы экскурсоводов в соответствии с требованиями и наличием всех необходимых документов. Это необходимо для создания множества сертифицированных маршрутов, что обеспечит комфорт и безопасность гостей нашей страны. Лицензированные экскурсоводы регулярно проходят повышение квалификации в Министерстве туризма. Однако существуют нелегальные экскурсоводы, которые препятствуют законной деятельности и искажают историческую правду об Абхазии.
У нас принято думать, что нелегал – это исключительно человек, который приехал из-за границы проводить экскурсии. Ни в коем случае нелегал – это человек, не имеющий разрешительных документов. То есть это может быть бейджик, путевка, специальная другая документация. Если у человека нет этой документации, будучи даже гражданином нашей республики, он является нелегальным экскурсоводом. Больше нарушают, к сожалению или к счастью, не знаю, как правильно сказать, нарушают, разумеется, представители других стран. Они просто, возможно, не понимают чего-то или что-то как-то у них по-другому. Просто у них нет разрешительных документов. Сотрудничать с нашими местными фирмами, с нашими местными экскурсоводами ни в коем случае не воспрещается, а наоборот поддерживается. Если кто-то сотрудничает с нашими местными компаниями, то абсолютно спокойно можно вести нашу деятельность, используя наших граждан как сотрудников на объектах показа, как гидов, экскурсоводов. Сегодня проверки прошли сразу в 2 местах – на посту «Холодная речка» и на КПП «Рица». В общей сложности было остановлено около 60 экскурсионных машин, из которых 40 работали без разрешительных документов. Такие рейды будут проводиться регулярно в течение всего туристического сезона. Лаура Капш, Адам Арджиня, Абхазское телевидение. Цена за проезд в маршрутных такси на данный момент не должна превышать 40 рублей. На данный момент вопрос цен на пассажироперевозки рассматривается правительством страны. Министр экономики Теймураз Миквабия пообщался с водителями транспортных средств и разъяснил им ситуацию. Смотрите репортаж на Аллы Чинджери. Рейдовые мероприятия министра экономики Теймураза Миквабия начались с инспекции маршрутных такси, которые стоят около рынка. В последние дни цена за проезд по городу увеличилась на 10 рублей. Инициатива повышения цены исходит от самих водителей транспорта. Утром я платила 40 рублей с нового района до рынка. А сейчас? А сейчас не знаю. Мы же оплачиваем проезд при выходе. Сколько возьмут? Я сегодня первый раз сюда попал. Обычно на автобусе сегодня, не знаю, 40-50. Но мы же тоже работаем на 2-3 работах, чтобы выживать. Водители объясняют эту ситуацию повышением цены на топливо и техобслуживание транспортного средства. Каждый день приходишь на заправку, цена добавляется. Это ерунда. Запчасти поднимаются. На рынок зайдешь, сегодня перец стоит 5 рублей, завтра 10 рублей. У нас тоже семьи, мы тоже хотим жить. Теймураз Миквабия в свою очередь сообщил водителям транспорта, что сейчас идет согласование постановления об увеличении стоимости проезда на маршрутных такси. Если руководство страны поддержит, то цена на проезд будет повышена. Мы попросили об одном. Подождите, не делайте самовольно. Дайте нам немного времени, чтобы мы документ приняли, чтобы руководство Абхазии поддержало. И тогда, пожалуйста, будете работать по новой цене. Есть причины повышать цену на проезд, но попросили. Не делайте сейчас сами. Дайте нам время. Рейдовые мероприятия по проверке цен начнутся по городу Сухум уже на следующей неделе, совместно с Сухумским АТП и представителями Государственной автоинспекции и ОБЭПа. Министерством экономики уже завершается разработка постановления Кабинета министров о временном повышении стоимости на проезд в городском общественном транспорте. Это касается проезда и по городу, и между районами республики. Связано это в первую очередь с повышением стоимости на дизельное топливо. Большинство транспортных средств как раз дизельным топливом пользуются. И в ближайшее время будем выходить с докладом руководству, с предложениями о временном повышении стоимости до конца сентября. И в случае, если стоимость на топливо впоследствии снизится, либо в этот промежуток времени, соответственно, либо постановление преждевременно признаем утратившим силу, либо по истечении указанного срока с 1 октября автоматически вступят в силу цены, действующие в настоящее время. На текущий момент ни один из водителей не может применять другой тариф. Если это перевозки по территории города Сухум, это 40 рублей. Другого тарифа на текущий момент нет и быть не может.
Водительское удостоверение, техпаспорт, свидетельство о проведении технического осмотра, карточка водителя транспортного средства и путевой лист – все это должен иметь при себе водитель, который перевозит пассажиров. На текущий момент за проезд по городу Сухум должны взимать не более 40 рублей. Нала Чхинджерия, Дениза Гиркия, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Санкт-Петербургское культурно-просветительское общество АПСН стало партнером ежегодного фестиваля «Лермонтов-фест-2026», в рамках которого 29 июня в библиотеке имени Лермонтова открылась выставка «История и культура Абхазии». Организаторы выставки постарались показать богатую палитру абхазской истории и культуры. Здесь представлены макеты жилого дома, музыкальных инструментов, ценные экспонаты по религии и обрядам абхазов, элементы национальной одежды, а также издания по истории и культуре Абхазии, среди которых материалы из личного архива Бочи Аджинджал, Александра Шервашидзе Чачпа. Выставка организована силами представителей абхазского общества города Санкт-Петербурга при поддержке сограждан из Абхазии. Все материалы представлены абхазами из личных семейных архивов. Выставка будет работать до 4 сентября, а 21 июля в здании библиотеки имени Лермонтова будет проведен День Абхазии с чтением произведений Лермонтова на абхазском языке и презентации альбома Лермонтов в абхазской литературе. Стартовал прием заявок на 5-й музыкальный конкурс «Лабораторию» Алисы Гицба. Прием заявок продлится до 30 сентября. Основные этапы и мастер-классы пройдут в октябре в Москве. К участию в конкурсе приглашаются вокалисты и аккомпаниаторы в возрасте от 18 до 45 лет. Номинации: сольное оперное пение, камерное вокальное исполнительство и искусство аккомпанемента. Помимо денежных наград, победители получат возможность выступить на престижных концертных площадках России и Абхазии в рамках гастрольного тура. Проект реализуется при поддержке правительства Абхазии и компании «Росатомэнергосбыт». В селе Мачара идет подготовка к первой выставке голубей в Абхазии, приуроченной ко дню города Сухум. Посетители выставки смогут увидеть 30 пород голубей, всего около 70 птиц. Кроме того, здесь готовят экспозицию картин, керамических изделий, скульптуры. Аэлита Арутинян расскажет подробности. Природа и ее творения веками вдохновляли людей. Их запечатлевали в камне, в дереве и, конечно же, на холсте. А героями будущей выставки, приуроченной ко дню города в Сухуме, станут голуби. Кстати, помимо обычных картин, в выставке будут участвовать и живые голуби. Маленькое природное королевство, где мирно сосуществуют многие птицы – гуси, куры, утки и другие. Кстати, здесь обитают и кошки с собаками. На сегодня главные герои – голуби. Организатор выставки, художник-дизайнер Ольга Зелинская, рассказала, что она и ее предвоенный курс, учившиеся в Сухумском художественном училище, хотели организовать что-то универсальное для всех, чтобы вспомнить о беззаботном времени до Отечественной войны народа Абхазии. На курсе учился и Ролан Гамгия, директор клуба голубеводов Абхазии. Я ему написала в дар 13 работ, да, которые останутся у него в фонде. И кинула клич других художников. Люди Абхазии знают, что такое война, и очень хочется, чтобы мы не знали больше этого слова, не слышали его в своем лексиконе. Мы его упоминаем в прошедшем времени, и поэтому желаем мира. Вот, голубь – это символ мира. Участников более 25 из Абхазии и России. Среди работ встречаются и голуби, породы которых уже вымерли. Ольга Зелинская рассказала, что каждый из однокурсников внесет свою лепту в организацию выставки. К примеру, будет представлен торт, сделанный одногруппницей-кондитером. Экспозиция создается в памяти в честь их педагога Валентины Хурхумал. Мы хотим, чтобы она стала ежегодной вообще. Потому что были авторы, которые просто не успевали за 2 месяца, даже заграничные. У меня подруга из Германии. Нам хочется, чтобы подтянулись. Очень много было желающих, но просто вопрос времени. Помимо картин в разных техниках будут представлены керамические изделия, скульптура. Тематика остается неизменной – голуби. А амбассадором выставки станет абхазская гривастая порода, выведенная Роладом Гамге к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Эта порода уже несколько раз брала призовые места в Москве. Абхазская хорошая порода получилась. У нас многие желания имеют, с Еревана названивают, с Казани, хотят нашу породу запустить, но мы пока
эту породу никому не даем. За них и денег хороших платят, но отказываемся, потому что мы их хотим размножить, чтобы больше голубей стало именно абхазской породы. Гривастых голубей держат еще и в Воронеже. Если вдруг в Абхазии порода исчезнет, такие меры предпринимаются, чтобы сохранить породу. По словам Гамги, они стремятся распространить гривастых голубей по всей Абхазии, чтобы они приспособились к естественным условиям обитания. Данная порода имеет свои стандарты и сертификат о государственной регистрации. В самой выставке также будут участвовать около 35 пород голубей. Мы приобрели клетки, новые клетки к выставке, подготовили голубей на сегодняшний день. Мы вакцину сделали, пропоили, как нам полагается, чтобы они к выставке готовы были. Помимо этого, пишут картины художники. Уже больше месяца художники, как наши, так и зарубежные художники пишут картины. Голуби к нам прилетают на выставку, привезут, из Турции приехали, с Тамбова голуби здесь у нас, с Москвы. Ну, со всех концов, помимо того, что у меня есть, к выставке друзья еще нам подарили много голубей. Также на выставке будет представлена икона, созданная к 30-летию Дня Победы иконописцем из Тамбова Михаилом Никольским, где впервые изображена абхазская порода голубей. 12 голубей обрамляют икону с посланием в клюве будущим поколениям. Эта икона висит на сегодняшний день в нашем храме. Эту икону мы тоже на День города принесем. На выставке она будет присутствовать. Одна икона в Тамбове хранится, одна икона в нашем храме. И вот он сейчас едет тоже с картинами, будет участие принимать на нашей выставке. И потом, Бог даст, хотим мы эти картины сделать типа аукциона, продать и фонд, благотворительный фонд нуждающим детям все эти деньги до копейки туда внести. На выставке 5 июля, приуроченной ко дню города Сухум, будет представлена и бакинская порода голубей. Около 200 особей. В конце выставки любой желающий сможет взять их в руки и выпустить. Айлита Арутюнян-Заурлиев, Абхазское телевидение. Впервые в Абхазии пройдет конкурс и фестиваль «Музыка гордых». Проект приурочен к 26 августа, Дню признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Реализуется при поддержке администрации президента Абхазии, администрации президента России и Президентского фонда культурных инициатив. Содействие в проведении мероприятия на территории республики оказывает Минкульт Абхазии. Для участия необходимо заполнить заявку до 6 июля, прикрепить видеозапись живого исполнения музыкального произведения. Конкурс проводится по следующим номинациям: песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народа в России, голоса Абхазии, специальный приз, возраст участников не ограничен. По итогам конкурса победители выступят на фестивале «Музыка гордых», который пройдет 26 августа на площади Свободы в Сухуме. Песни финалистов также прозвучат в федеральном эфире радио «Гордость». 212 выпускников, их педагогов и родителей объединил праздничный выпускной бал Галского района. Мероприятие собрало множество гостей, среди которых члены правительства, депутаты и общественные политические деятели страны. Администрация района постаралась на славу, подготовив яркую программу. Выпускников приветствовал даже юный капитан Грей на корабле с алыми парусами. О незабываемом празднике в материале наших коллег из Галмедиа. В этом году на центральную площадь Гала выйдут 212 выпускников. Разделить с ними этот торжественный день прибыли вице-премьеры правительства Республики Абхазия Джансух Нанба, Параздат Минасян и Тарас Хагба, министр просвещения Ханна Гунба, депутат парламента от Галского района Тимур Шергелия. По традиции праздничное мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Самым красивым и по-настоящему запоминающимся моментом праздника стало торжественное шествие выпускников. Центральная площадь наполнилась юношами и девушками в праздничных нарядах. Под звуки музыки они стройными рядами пошли через площадь, неся государственный флаг Республики Абхазия. Это шествие стало символом единства, преемственности поколений и любви к своей стране.
Сегодня в городе Гал особенно долгожданный вечер. И главный его герой – вы, дорогие ребята. Вы стоите на пороге взрослой жизни, и мы все собрались здесь, чтобы разделить с вами эту радость и гордость. Особые слова благодарности тем, кто достиг высоких результатов. Наши 11 выпускников, получившие красные аттестаты. Это блестящее достижение, результат огромного упорного труда, таланта. Вы настоящая гордость Гальского района. Пример для всех школьников. Мы восхищаемся вами и верим, что впереди вас ждет еще много побед. Сегодня вы оставляете за своей спиной теплые времена. Времена школьной жизни, которые были наполнены вниманием ваших учителей, заботой ваших родителей. Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Ничего не бойтесь. Пусть ваш корабль жизни плывет уверенно в будущее. Хочется поздравить выпускников. Сегодня запоминающийся для них день. Они запомнят этот день на всю жизнь, я уверен. Учителей, которые вложили много сил и труда в этих ребят. Родителей хочется поздравить. Ну и поблагодарить администрацию района, управление образования за такой прекрасный праздник. Школа оставила для меня впечатление, которые не забыть никогда. Я благодарю и учителей, и своих одноклассников, конечно же. Родители принесли огромный вклад в мою жизнь и в мою учебу. Концертную программу открыли самые юные участники праздника, воспитанники детского сада «Свирель», подарившие зрителям яркое и трогательное выступление. После официальной части праздник продолжился самой долгожданной для молодежи праздничной дискотекой. Выпускники смогли разделить радость этого особенного дня со своими друзьями, одноклассниками и учителями, сохранив в памяти яркие эмоции и незабываемые впечатления. Басария, Борис Цацуа, Денис Волба, Александр Хуторов, Гал Медиа. И в завершении выпуска о погоде. В среду 1 июля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 25 градусов. Абриала Уахабе Хадыра, программа Харкшоп, Ацхаб Хашуай, Табзирас.